Вы знаете, я как женщина, как мать, ну как еще общественный, может быть, деятель, как экс-депутат, вот сказать, что я возмущена или меня вот это возмущает, это вообще не сказать ни о чем. Просто в нашей стране стало, вот последнее время уже стало, видимо, нормой преследование по политическим, по гражданской позиции, по политическим убеждениям. Если я не думаю так, как думает власть, значит, я должна быть наказуема, я должна быть преследуема. Но, вы знаете, вот сейчас мне кто-то может сказать, что я буду сводить счеты, но я хочу обратиться к министру внутренних дел в первую очередь, да. Насколько мне известно, когда все это действие произошло, они неохотно и не сразу приехали, откликнулись на то, что произошло, чтобы провести какие-то оперативные мероприятия. Но вообще-то, как правило, я думаю, юристы здесь подтвердят, вот я думаю, еще как Аля скажет, это с точки зрения профессионализма, что какие-то преступления, а это преступление, да, оно раскрывается сразу и по горячим следам. Но наша доблестная МВД, наша милиция, которая нас бережет, она не особо охотно, так сказать, отозвалась на эти оперативные мероприятия. Так у меня вопрос к Роберту Кюр, вот сейчас конкретно, который, вот Елена, мы с вами, когда стояли там на площади возле парламента, когда он мне сказал, вы занимаетесь кое-чем, да, и я хочу спросить, сейчас чем занимается он? Вот мне четкое вот такой ему посыл. Я хочу, чтобы понять, как, насколько доблестно он или насколько четко он выполнит свои профессиональные действия, вот, насколько это будет. Это первое. Второе, я также хочу обратиться ко всем силовым структурам, в частности к СГБ, которая, так сказать, очень быстро назначила и нашла людей, которые у нас являются уже инагентами, вплоть до того, что Симонян Маргарита объявляет, что у нас здесь такое происходит. Я хочу вот, как он отреагирует. У меня единственное, что могу сказать, его положительное качество, то, что он является племянником президента, наверное, это его, наверное, как профессиональное качество и человеческое качество. Но мы сейчас, знаете, как это, будем смотреть, как это все будет происходить и как они будут оперативно на это реагировать. Но я еще хотела бы обратиться в первую очередь, здесь присутствуют тоже мои друзья, и к уполномоченному по правам человека. Я хотела бы, чтобы за этим процессом, за тем, то, что произошло вчера, уполномоченный по правам человека очень четко отслеживал. Потому что, знаете, что меня возмущает во всем этом действии? Ну, в конце концов, я сейчас говорила, Давид это мужчина. В конце концов, и не грех подраться или быть битым, это нормально. Но когда обижают девочку, когда эта девочка, она ровесница моим дочерям, когда обижают ребенка, девочку, молодую девушку за ее позицию, вот где трагедия, слушайте, друзья, вот где беда. И, честно говоря, помимо того, что у меня четкое обращение к силовым, всему нашему силовому блоку, и если вы, знаете, как у Хазанова, знаем кто, знаем где, но доказать не можем. Если вы не докажете, я думаю, что вам не место быть на своих должностях. Ну, у Киута хорошо получалось ловить рыбу, пусть он отправляется на рыбалку. Вот, я хочу сказать еще один момент. Я обращаюсь к Александру Анкваб и Бжане Аслан. Александр Анкваб, на него было там сколько покушений, тоже оперативно сработано, найдены виновные, посажены. Да, это несоизмеримо, может быть, не стоит это мерить, ставить на одни весы. Но как быстро расследуется то, что касается их? И не очень быстро расследуется то, что касается политических оппонентов. И еще у меня, знаете как, вот просто я вспоминаю бытность Иру Агрба в оппозиции, Марину Гумба в оппозиции. Я хотела бы услышать и их голос, женский голос. Здесь меня, я еще раз повторюсь, Давид Габич, он мужчина, парень, и это не так страшно. Но вчетвером бить одного? Страшно про нашу молодую девушку, активистку. Вот в основном у меня вот такой посыл. Я хотела бы, чтобы как-то наша власть на это отреагировала. Спасибо.